Ну, кто бы не гордился таким сыном. Его люди любили. Сегодня мы видим своих героев. И одним из таких ярко выраженных является Ахмед Хашагульгов. Это они делали историю нашего народа. И они закрепили нашу государственность. Поэтому прошу это учитывать, понимать и больше общаться, больше читать, больше видеть своих героев. И тогда вы всегда будете на правильном пути. Самое яркое, наверное, это то, что он жил для людей. Жить для кого-то для него было важнее, чем даже, наверное, его служба. Может быть, поэтому он и выбрал это военное дело. Всегда, в первую очередь, всегда думал о своей нации. Всегда говорил, всегда переживал все перемены нашей республики. Он очень тяжело их переносил, если в худшую сторону, в хорошую сторону, которую очень радовался, как маленький ребенок. Он был честным офицером, генералом и отдал всего себя служению России, своему народу, ингушскому народу. И на таких людей всегда равнялись все офицеры. Блестящий генерал современной российской армии, ингушские генералы, они все дослуживают самых высоких слов, да, лестных характеристик. Но Ахмед в числе лучших был, безусловно. 1993 год. У граждан России еще сохраняются большие надежды на будущее, но перестроечная эйфория уже сменяется пониманием, что надвигается смута. Промышленность встала, в городах стреляют бандиты, война на Кавказе, война в Приднестровье. Только что политики продали в Америку весь стратегический ядерный запас России – 500 тонн высокообогащенного урана. Теперь наши новые друзья, бывшие предполагаемые противники, подбираются к российским ракетным вооружениям. Сегодня речь должна идти о не распространении, не о передаче технологий, а наоборот все сделать, чтобы уничтожать, чтобы сокращать. Я давно научился доверять тому, что мой друг Виктор Степанович говорит. Мы друг другу доверяем настолько, что собрали вместе наших экспертов в одну рабочую группу с тем, чтобы развеять опасения России, а также опасения, которые имеются у США. Страна ослабла, и кажется, что карта России бита. Но ничто не мешает разделить эту карту еще на десяток государств, чтобы потом их друг с другом стравить. Последний козырь, который остается у России в политической игре – ракетные войска стратегического назначения. Последнее средство – оружие для удара возмездия. Самая удаленная и защищенная ракетная база, 38-я ракетная дивизия, остается на территории Казахстана у города Державинск. Внутри нее зреет бунт, снаружи ее осаждают бандиты, со снабжением перебоя. России все труднее защищать базу, которая защищает саму Россию. Чтобы отвоевать боеспособность дивизии, ее командиром назначают молодого полковника Ахмеда Хашагульгова. Его назначили командиром дивизии, которая держала в руках всю нашу планету. 38-й дивизии Хашагульгов командовал 3 мирных года, но для него это было время настоящей войны. Генерал Хашагульгов уволился из Вооруженных сил России в 2001 году. В армии он прослужил 28 лет. Брался за самые сложные задачи и стремился работать там, где условия были самыми трудными. Мы собрали курсантов, которые приехали на каникулы. Ахмед присутствовал. Я вам говорил, что когда сейчас по выпуску вы идете в войска, не стремитесь попасть в Москву или там какой-то другой город, а уходите подальше, на окраину. Там легче сделать карьеру. Да, там сложнее служба, но при этом и карьера быстрее идет. После увольнения в запас у Ахмеда Хашагульгова впервые появился досуг. Он мог выделить себе часы для отдыха и работы над мемуарами. Генерал Хашагульгов говорит ровно то же, что генерал Евкуров. Уже учась в училище, я пришел к твердому убеждению, что нужно служить в дивизиях, дислоцированных в удаленных от центра местах, с тяжелыми климатическими условиями, где не было протекционизма и где можно было нормально служить. Не искать легких путей, добросовестно работать и не бояться трудностей – один из лучших отеческих советов, которые можно дать молодому поколению. Именно такое воспитание получил Ахмед от своего отца, так же, как его отец от своего. Отцовской воли никто в роду не нарушал. Когда мы кончили, нам сказали, ребята сказали, желающим есть места Орджоникидзевское пехотное училище.
Я сразу с отцом договорился и подал заявление. Нас водили с училища, шла сильная война в сторону Молгобека, эти фронты, Молгобекский. На этом фронте мы потеряли много людей, курсантов. И живым я остался. Ранения, 2 ранения. Мухарбека вылечили в госпитале и сослали в Казахстан. В Казахстане умер дед Ахмеда, окруженный родными, но на чужбине. Несправедливость ссылки навсегда оставила шрам в душе Ахмеда. Даже в мемуарах дату своего рождения он связал в одной фразе с датой начала репрессий своего народа. Я родился 22 декабря 1955 года в городе Целинограде, Казахской ССР, так как 23 февраля 1944 года мои родные и близкие, как и весь ингушский народ, были сосланы в Казахстан и другие регионы Средней Азии. Но ссылка не повлияла на то, как чувствовал себя в советском обществе лично Ахмед. Старшие, если у них осталась боль, не стали передавать ее Ахмеду. Когда ему было 10 лет, семья переехала в Ингушетию. Отец выпустил его в жизнь полным уверенности в своих силах, в своем таланте, в поддержке близких, в своем народе и в своей стране. Даже в период высылки в Казахстане все-таки наши отцы, наши матери, наши деды находили возможность не терять человечность и воспитывать поколения, которые бы были бы людьми, любящими свою страну, свою республику, и людьми, которые мыслят широко и по-государственному. Я был таким же, как и все мои сверстники тех времен. Наверное, все в детстве пытались дойти до края неба. Мне тоже иногда казалось, глядя в чистое синее небо, что нужно пройти совсем немного, и вот тогда можно достать край купола. Таким тогда казался мне окружающий меня мир. Незадолго до окончания школы весь школьный класс Ахмеда повезли в Грозный на экскурсию. Здесь произошло маленькое событие, которое вдруг все в жизни юного Ахмеда Хашигульгова поставило на свои места. Он вдруг ясно понял, в чем его предназначение и чему он хотел бы посвятить свою жизнь. По примеру отца, он решил поступить в военное училище. В кинотеатре «Челюскинец» посмотрели великолепный художественный фильм «Офицеры». В память навсегда запали бессмертные слова одного из героев кинокартины. «Есть такая профессия – защищать Родину». После этого дня я начал серьезно думать о своем будущем. Появилась мечта стать офицером. А я вот, представьте, всю жизнь гордился своим делом. И отец моим гордился, и дед. Но другие богатством гордились или знатностью. А мы – профессией. А что это за профессия? Родину защищать. Есть такая профессия взводный. Ахмед, Башир, Лейла. У меня дети хорошие были. Потому что я сам был послушный отцу. Они это видели и уважали. Ахмед выбрал самый трудный путь. Он решил поступать в училище, где готовят кадры для оборонной элиты, для ракетных войск стратегического назначения. В училище, где был самый жесткий отбор. На семейном совете отнеслись к этой перспективе скептически и выразили свое мнение честно. Не пустят тебя, Ахмед, к ядерной бомбе. Однако отец проявил уважение к мнению сына и запрещать ему не стал. Только в марте месяца, за 3 месяца до окончания школы, я поделился своими мыслями с матерью. Все мои родственники, включая и самых близких, были категорически против. Конечно, я никогда не пошел бы против воли отца. Так у нас принято, и я считаю это правильным. Но отец принял очень мудрое решение. «Пусть решает сам», — сказал он. «Если он в дальнейшем разочаруется в выбранной профессии, то винить кроме самого себя ему будет некого. Если же мы ему запретим, то всю оставшуюся жизнь он будет винить нас». Я всю жизнь буду ему благодарен за эти умные слова. Ахмед не просто шел поступать в училище. Он шел защищать родину и, как настоящий воин, поехал на войну со своим оружием. Кинжал по закону можно было носить только в составе национального костюма, поэтому Ахмед так и явился на экзамены в национальном костюме с кинжалом на поясе, готовый хоть сейчас в бой. Генералы заулыбались, спросили, какой национальности у Ахмеда костюм. Посмотрели школьный аттестат абитуриента и увидели, что все оценки отличные. Экзамены Ахмед сдал хорошо. И вскоре его назначили на довольствие Ростовского высшего военного командного училища имени главного маршала артиллерии Митрофана Ивановича Неделина. Председателем мандатной комиссии был начальник училища генерал-майор Акимов.
Очень симпатичный человек, участник Великой Отечественной войны. Приняв мой доклад, он сказал: «Ингуши у нас и раньше служили, и я надеюсь, что и вы будете достойным ракетчиком». Я потом долго искал этих ингушей ребят, которые своей примерной службой и учебой помогли и мне одеть форму курсанта. Этими земляками были Цычоев Муса Султанович и Муса Коригов. Он уважал ракетчика, генерала Цычоева Мусу, и говорил мне, такой с радостью он это рассказывал. Как-то на совещании, министр обороны проводил совещание в Москве, кажется, был Родионов, министр обороны. И когда прозвучала фамилия где-то Цычоева, Родионов сказал буквально следующее: это не генерал, это умница. Я это с гордостью мне рассказывал, говорю, когда сказали про вот, ингуша, говорите, генерал такой, говорит, мне это двойне, говорит, мне было приятнее, что это, если он похвалил меня, говорит, мне так не понравилось, говорит. Земляки имели в училище хорошую репутацию. Но, может быть, еще более важным для Ахмеда стал тот факт, что к ингушам не относятся с предубеждением, и никаких секретных циркуляров против его народа нет. Генералы в верности ингушей присяги не сомневаются, а на дворе 1973 год. Молодые люди по всей стране едут на ударные стройки и мечтают о космосе. На Марс только что запустили 4 межпланетные станции нового поколения. Воюют где-то далеко, в Чили и Анголе. А в Советском Союзе впервые за долгие годы тихо и вполне сытно. Советские люди уже давно стали новой общностью, а этническая принадлежность советского человека значения не имела. Важны были только личные достоинства, которых у курсанта Хашгульгова было в избытке. Ахмед никогда не говорил о любой сфере, никогда не начинал говорить, пока он досконально не знал, о чем он, предмет разговора. Порядочный, мужественный. Человек своего слова всегда. Всегда, если он сказал «да», он выполнял. Если он говорил «нет», значит «нет». Всегда был конкретный, очень порядочный, смелый, достойный, я еще раз говорю, достойный сын своего народа. Серьезный, целеустремленный, умный, с быстрой реакцией. Конечно, имея такие данные, да, несложно добиться успеха в любой отрасли. Ахмед был очень жизнерадостный, глубоко порядочный, очень честный. Я вот сказал бы, очень трудолюбивый человек. Все-таки, мне кажется, и Всевышний дал ему качества, которые присущи только ему или таким людям, как он. Это вот умение уживаться, умение быть душой общества, маленького, там, большого общества, коллектива, где он находился, умение заряжать вот этой положительной энергией людей. Мы всегда говорим, что в любой ситуации есть выход с положения. Потому что как бы не складывалась политическая ситуация. Просто Ахмед был вот таким, не, как говорят, просто военным. Он был очень такой военным с большой буквы. Слово, любил свою профессию, но при этом он был эрудированным. Ахмед был таким человеком, который был не только офицером, командиром, но и был человеком с большой буквы, который мог понимать, слушать, говорить с офицерами, с семьями на одном языке и вникать во все проблемы, которые были у каждого. Жизнь свела нас в 1983 году. Мы узнали генерала как отважного воина, грамотного командира, требовательного и принципиального человека, сына своего народа и отечества. При этом Ахмед Хашгульгов оставался ингушом. То есть родственников у него было больше, чем у всех остальных офицеров целой дивизии вместе взятых. И все родственники были одинаково близки. Ахмед любил и ценил родственные связи. Я всегда любил своих родных, всегда был рядом с ними, жил их заботами и проблемами. И самое главное, у меня замечательные родители, братья и сестры, которых я никогда не делил на родных, двоюродных, троюродных. И самое главное, чувствовал те же самые чувства и от них. Мои успехи по службе были и их успехами, ведь они столько вкладывали в меня. По поводу родителей, насколько он любил своих родителей, особенно к матери относился настолько бережно. Я не видела никогда, чтобы кто-то еще так относился чутко к своему, не то чтобы к своему, а вот родному человеку, вообще к
взрослым, к пожилым. Для него было важно все. Как утро они встретили, как они пообедали. Бывало иногда, если я не успеваю, то он относил сам этот обед. Настолько важно для него было, чтобы они ели именно то, что ел он. Ахмед Мухарбекович, моего папу зовут. Вот. Он очень умный, у него много медалей было. Отец у меня вообще лучший герой. Еще он ракетчик, мой папа. Я же в 3 классе учусь, но мне 12 пятерок. Ну, папа еще бы обрадовался. После отличной сдачи дипломного проекта и государственных экзаменов молодой лейтенант попросил направить его в какую-нибудь отдаленную воинскую часть. Туда, где условия жизни и работы были бы трудными и куда большие начальники своих сыновей не отправляют. Ему пошли навстречу и отправили его в 47-ю ракетную дивизию, расположенную в Читинской области в 80 километрах от китайской границы. Встретили меня холодно. Командир группы меня сразу же спросил, сколько у меня в дипломе четверок. После моего ответа, что 4, последовал дружный хохот офицеров группы. «Ну вот, прислали очередного горе-специалиста», — с иронией сказал майор Рачинский. Ирония быстро сменилась удивлением и уважением, когда я добавил, что все остальные оценки в дипломе отличные. Ахмед Хашигульгов, первый из всех новоприбывших, сдал экзамены на допуск к боевому дежурству и в дальнейшем показал себя образцовым военным. Он искоренил в своем подразделении дедовщину, навел порядок на кухне и в коптерках, показал хорошее знание своей специальности и, наконец, заслужил репутацию человека, который добивается выполнения своего приказа любой ценой. Отец у него более чем такой волевой человек, и вот это гены отца передались. Ну и плюс надо понимать еще корни как ингушей, так и Тейпа Хашигульговых. Это тоже немаловажный фактор. Много легендарных личностей Тейпа Хашигульговых. И наличие вот этого багажа, как народного, как и чисто родственного, ну и плюс наличие такого яркого примера служения Отечеству, как ветеран Великой Отечественной в семье, вот эти вещи дали свой результат. В его части всегда было, говорится, солдат был одет, обут, накормлен, и всегда там был порядок, говорится. Он был очень, говорится, строг, но справедлив, поэтому его очень сильно уважали. И фамилию его сокращали, говорили Хаш. Если Хаш сказал, значит так и будет. Вот такой был у Ахмеда авторитет. Приказы в армии не обсуждаются. Это первое, что усваивали подчиненные Ахмеда Хашигульгова, и сам он тоже был образцовым подчиненным. Беспрекословно, энергично, без рассуждений выполнял каждый приказ командования. Все знали, что Хашигульгов бесчувственный, как военная машина. Но у него было интересное для генерала-ракетчика хобби – полевая стрельба. Спокойный и ровный офицер Хашигульгов часто приходил в тир, занимал место на огневом рубеже и долго расстреливал мишень, всаживая пулю за пулей в десятку. Что он себе представлял на месте цели, никто не знает. А вот то, что у него была такая отдушина, это факт. Меня в свое время отлично стрелять научил мой товарищ по службе 47-й дивизии, капитан Лежепеков Анатолий Иванович. И с тех пор я всегда стрелял только отлично. Методику, которую он дал мне, заключалась в правильной стойке, умению держать оружие в кисти руки, выбору точки прицеливания в зависимости от конструктивных особенностей пистолета. И самое главное, уметь задерживать дыхание и плавно нажимать спусковой крючок. Так нажимать, чтобы выстрел был неожиданным для самого стреляющего. Ахмед очень хорошо стрелял. Мы где-то наспор начали с ним стрелять. Поначалу я более удачно, а потом в итоге он все равно выиграл. Вот был один случай, его пригласил генерал пограничных войск наших. И мы пошли на стрельбище, поставили мишени, тогда как раз только вышел первый пистолет Ригина, и начали стрелять по мишеням. И вот все отстрелялись, и вот один последний, Ахмед взял пистолет и
начал стрелять. Я говорю, ниже девятки, все в десятка, по-моему, 1 или 2, по-моему, попал в девятку. Остальные все точно в цель. Там все удивились. После Академии ракетных войск стратегического назначения капитан Хашигульгов стал начальником штаба полка 57-й ракетной дивизии, располагавшейся в Казахстане. Снова он в кратчайшие сроки, за 2 года, сделал свою часть образцовой. Меня часто спрашивали на родине, мешает ли моя национальность продвижению по службе. И я честно отвечал, что нет. Даже в какой-то степени помогало, так как внимание к моей персоне было повышенным, и в этом случае успехи по службе бывают более заметными. У него все это почему-то шло от души. Вот он, ну если сказал, он должен был умереть или сдержать свое слово. Такого, чтобы Ахмед не сдержал своего слова, я уверенно это говорю, наверное, в мире нет человека, который сказал, вот Ахмед сказал так, не сделал. Наступил 1987 год. Над страной заблистала заря гласности, перестройки и ускорения, отчего армия стала разваливаться на глазах целыми полками. Тут-то и вспомнили о свирепом капитане, умеющем наводить железную дисциплину. В армии нет отпусков, в армии нет выходных, в армии нет больных. Ахмед такое выражение говорил, ну это девиз ВДВ тоже, такой девиз у нас есть. И он говорил, в армии нет, есть живые и мертвые, больных нет. 32 года максимум, когда орден Красной Звезды он получит. Конечно, нам интересно. Конечно, мы хотели узнать, за что в мирное время дают орден Красного Знамени. Не, Красной Звезды. Нет, мы никто, ни один человек не узнал. Так и не узнали. За какой конкретно поступок, ставший уже подполковником, Ахмед Хашигульгов получил орден, мы не знаем. Но не будет ошибкой сказать, что он получил орден за безукоризненное выполнение устава. В то время это удавалось не всем. Маленький, но характерный эпизод. Начальник политического отдела дивизии просит Хашигульгова отчитаться перед коммунистами полка. Ахмед удивляется и спрашивает, на каком основании. Политрук отвечает, что перед коммунистами отчитывается сам Горбачев. Хашигульгов заявляет в ответ, что когда на должность командира полка его изберут коммунисты, он обязательно отчитается. А пока он назначен министром обороны, отчитываться он будет только перед командованием. Он очень часто подкреплял свои слова, свои действия военными афоризмами, и они довольно четко ложились в тему. Там, где хотелось там много-много дискутировать, после какого-то афоризма вся дискуссия заканчивалась. Потому что любой афоризм он взять в жизни. На вооружении части стояли ракеты РС-20. Это была самая мощная баллистическая система из всех, когда-либо разработанных человеком. По тем временам, да и сейчас, это самый мощный ракетный комплекс по количеству выводимого на орбиту и доставляемого к целям ядерного боезаряда весом более 8 тонн, со средствами преодоления противоракетной обороны противника, возможностью индивидуального наведения каждого из 10 боевых блоков. Масса ракеты более 200 тонн. При этом ракетный комплекс имел высокую степень защищенности, которой не было ни у одного ракетного комплекса не только в нашей стране, но и во всем мире. В 1993 году подполковник Ахмед Хашигульгов получил звание полковника, а одновременно с этим и генеральскую должность. Он принял командование самым мощным, самым защищенным в мире подразделением – 38-й ракетной дивизией. Звание генерала было присвоено Хашигульгову уже после того, как он принял дивизию, и он стал самым молодым генералом в истории ракетных войск. В чем же была причина такой спешки командования? 1993 год. Россия погружается в пучину хаоса. Свою задачу номер 1 наши новые партнеры формулируют открыто – вырвать у России ядерные зубы. В 1993 году состоялась сделка по продаже всего стратегического запаса урана. А наоборот, все сделать, чтобы уничтожать, чтобы сокращать. Я давно научился доверять тому, что мой друг Виктор Степанович говорил. Советские люди искренне верят, что бывшие стратегические противники хотят нам только добра, а в шпионов и агентов влияния никто не верит. И при этом все не перестают изумляться. Как же так? Нам помогают лучшие политики мира. В любом министерстве на каждого чиновника 2 западных советника. А дела идут все хуже и хуже. Никто не понимает технологий, по которым совершаются цветные революции и разгораются гражданские войны. Однако вокруг ракетных баз идет ожесточенная агентурная война. Самым главным направлением действий были, конечно, 2 наши ракетные стратегические дивизии в Казахстане.
вооруженный самыми мощными ракетными комплексами, имеющими на вооружении 104 пусковых установки, и которые были способны в случае ядерного удара противника нанести ответный ядерный удар мощностью более 1000 мегатонн. Каждая такая ракета по разрушительной силе равна 50 бомбам, сброшенным американцами на Хиросиму. Смысл такого оружия объясняет теория сдерживания, или, как еще называют, доктрина гарантированного взаимного уничтожения. В случае любого ядерного удара по России любой противник автоматически уничтожается. В сущности, это очень гуманная теория, потому что только она делает невозможной новую Хиросиму. А место дислокации пусковых ракетных установок дивизии Хашигульгова, казахские степи, давало дополнительные стратегические преимущества. Самое большое, более 30 минут подлетное время. Уничтожить дивизию превентивным ударом было невозможно. Вражеские ракеты взорвали бы только пустые шахты, а последний привет из сгоревшей России уже летел бы к вероломному и обреченному врагу. Выполнение этой задачи обеспечивал генерал Хашигульгов. И он, конечно, в комплексе получил величайшие заслуги. Он 38 лет, если память не изменяет, стал генералом. Это один из самых молодых генералов в истории ракетных войск стратегического назначения. Он при всей строгости отбора, прохождения, цензуры стал командиром дивизии ракетных войск стратегического назначения и стал начальником штаба армии ракетных войск стратегического назначения. Это большая ответственность и большое доверие. И он это все оправдал. Без понимания роли, которую сыграл в трудное для России время Ахмед Хашигульгов, нельзя понять истинной сути тех событий. 1993 год. В США уже выпущена медаль за победу в холодной войне. Россия побеждена. Вот историческая запись, которую видел весь мир. Так вот, не первый раз я вам говорю, что вы провалились. Well, now for the first time I can tell you that you're a disaster. Be sure you get the right attribution there. Я надеюсь, что вы правильно все это поняли. Вся соль юмора в том, что Ельцин сказал «вы провалились» журналистам, но сказал так, как будто адресовал свою фразу всем Соединенным Штатам. Всех рассмешила мысль, что Россия объявляет Америку проигравшей. Но истинный смысл ситуации объясняет другая речь Ельцина, сказанная несколькими днями ранее. Клинтон позволил себе надавить на Россию. Он, видимо, на секунду, на минуту, на полминуты забыл, что такое Россия. Что Россия владеет полным арсеналом ядерного оружия. Он об этом забыл. Поэтому решил поиграть мускулами, как говорят. Так я хочу сказать через вас, Клинтону, пусть он не забывается, в каком мире он живет. Не было и не будет, чтобы он один диктовал всему миру, как жить, как трудиться, как работать, как отдыхать и так далее. Нет и еще раз нет. После этой речи и состоялись переговоры, по итогам которых довольный Ельцин сказал фразу «Вы провалились». Мир хохотал над манерами Ельцина, который так и на всю жизнь не остался простым уральским парнем. Но тем, кому на самом деле обращена эта фраза, было не смешно. Они знали, что за спиной Ельцина стоит простой ингушский парень – Хашигульгов. И еще множество простых, но несгибаемых людей. А медаль за победу в холодной войне вооруженные силы США так и не утвердили. Человек высокой эрудиции, грамотный очень хорошо знал и жизнь, твердый характер у него. Ну, все, только то, что я могу о нем говорить, это только вот в высоких, восторженных тонах. Вот у меня вот такое впечатление осталось от него. Ахмед Хашигульгов вставал в 4 утра,
шел в котельные и лично следил, чтобы в военный городок шло тепло. Он помогал местному населению, занимался снабжением, вопросами безопасности и охраны. И ни одна тщательно разработанная провокация с помощью местных националистов, местных властей не достигла цели. Сложный период был, 94 год, что ли, да. Вы знаете, армия разваливалась, уже никто ничем не считался, стратегическая часть, там, запретная зона, это все наши везде, эти, у кого пальцы веером, да, они же везде лезли. Мне рассказывают, как он там наводил порядок. А это возможно так вот навести порядок, быть хозяином, зная, что на нем висит огромная ответственность, что-то стратегическая часть, да, этот может только человек, обладающий твердым характером настоящего мужчины. Говорят, когда надо, даже взял в руки автомат и, одним словом, выкурил их всех с базой, и идеальный порядок навел там, просто идеальный. У него там группа, разведгруппа, он говорит, срочно, говорит, доложить, когда его машина сюда заедет в часть. Ему доложили, и он сам садится с этим, разберет автомат, выезжает на БТРе, перекрывает его, этих бандитов, которые приехали там. И дал команду остановить машину. Они еще выпившие были. И команду остановиться не подчинились. Ахмед вышел с автомата, расстрелял машину по капоту, чтобы двигателем. Вытащил всех, посадил, вызвал, после этого там подключили местные власти Казахстана, там шум пошел, остановили машины, на посту ихний там начальник милиции, родственник. И он позвонил главе администрации, главе области, сказал, если через 15 минут моя техника не уйдет с этого поста, с вашего поста останется один песок. Именно для такой работы отдел кадров и подбирал нужного кандидата и утверждал его на должности в обход сложившейся системы чинопроизводства. Нужен был человек, которого нельзя было бы ни подкупить, ни запугать, ни обмануть, ни разжаловать, чтобы его бдительность нельзя было усыпить, чтобы он мог вынести эти нагрузки и сохранить физическое здоровье и бодрость, чтобы он спокойно и ровно выполнял рабочие задания. Работники управления кадрами, старые генералы, внимательно изучали данные всех кандидатов. Среди множества достойных претендентов, а другие в ракетных войсках стратегического назначения и не служат, больше всех подходил под эти требования генерал Ахмед Хашагульгов. Я всю жизнь буду благодарен командующему армией Касьянову и главнокомандующему ракетными войсками Сергееву, который в 1993 году, в период наиболее резкого обострения с Чеченской Республикой, нашли в себе мужество и доверили мне командование самой мощной ракетной дивизии в мире. Я их надежды оправдал. Ахмед Хашагульгов любил Ингушетию и хотел видеть ее процветающей. После увольнения из армии он задумал много мероприятий по ее обустройству, но выполнить их уже не смог. Однако он успел оказать своему народу бесценную услугу. Ребенком, в ссылке, он хотел убедить весь мир, что подозрения в адрес его народа беспочвенны. Когда Ахмед Хашагульгов вырос, он сделал так, что эта психологическая проблема исчезла. Вопрос доверия, важный прежде всего для самих ингушей, потерял смысл. Этот вопрос был снят сразу для всех. Это, кроме того, что такое вот, особая сфера военная, скажем так, это и очень высокое доверие к нашему представителю. И благодаря вот этому назначению Ахмеда у нас, у многих жителей Республики Ингушетия, многие вопросы по доверию или недоверию, они отпали. Это было очень таким большой отдушным и радостным моментом для людей, думающих, для людей, вообще и даже для простых обывателей, жителей республики. Ребенком, глядя в небо над Целиноградом, Ахмед мечтал дойти до горизонта и построить такую высокую крепость, к которой не мог бы подобраться ни один враг. Прошло время. На этой земле встал во главе самой сильной в мире крепости, охранявшей и Россию, и Ингушетию, где покоились его предки, и Казахстан, где оставалась могила его деда, генерал Ахмед Хашагульгов. Простой ингушский парень, который понял однажды, что есть такая профессия – Родину защищать.